Овечкина Ольга Владимировна, учитель начальных классов. В современном мире острой проблемой является искажение эстетического вкуса у детей, что приводит к потере ценностей истинной красоты. Я продемонстрирую часть классного часа на тему «Красивая кукла», рассчитанный на 1-2 класс. Основной целью внеклассного мероприятия – это способствовать эстетическому восприятию вкуса детей и формированию потребностей в прекрасном. Итак, здравствуйте, ребята! Посмотрите, мы сегодня с вами не просто так попали в магазин кукол. Да? Обратите внимание, сколько разных кукол здесь есть. А почему я вас сюда привела, я вам сейчас скажу. У моей маленькой сестренки скоро день рождения. И я пошла в магазин выбрать для нее самую-самую красивую куклу, которая ей понравится, и с которой ей захочется играть. И у меня встал вопрос, я ведь в куклы уже давно не играю. Я не знаю, какую куклу выбрать. Вы мне поможете сегодня выбрать? Да. Посмотрите, пожалуйста, на куклы. Мой выбор пал на вот такие 2 куклы. И я вижу в нашем магазине похожие куклы. Посмотрите, давайте назовем. Это будет кукла Маша, да? А это кукла Рокси. Вот подумайте сейчас, ребята, какую бы вы себе куклу хотели, чтобы вам ее подарили. И подойдите к ней. Итак, ребята, девочки, так получилось, что у нас разделились, да, голоса. Девочки, скажите, а почему вы за куклу Рокси? Потому что у этой куклы красивая одежда. Потому что у этой куклы очень красивая обувь. Потому что у этой куклы она более современная. Потому что у этой куклы необычный цвет волос. Потому что у этой куклы необычная кожа. Вот так вот, посмотрите, да? Ребята, а почему вы за куклу Машу были? Потому что у нее, она красивая, у нее красивое платье. Я за куклу Машу, потому что она создана для маленьких детей. Вот так вот. Потому что у нее очень красивые волосы и платье. Я за куклу Машу, потому что у нее не такой цвет кожи, как у Рокси. Я за куклу Машу, потому что она не будет пугать детей, так как Рокси, потому что у нее не такой цвет кожи, и может быть, с ней сестренка подружится. Хорошо, Даня. Я выбрала куклу Машу, потому что кукла Рокси, она как зомби. Выделите, чем Маша, да, хороша, чем Маша хороша, а Рокси мы еще поговорим. Потому что у нее естественный цвет волос. Вова, что добавишь? Я выбрала эту куклу, потому что она милая, а Рокси, она, злая. Вот так, да, считают. А теперь давайте же подумаем, почему мы против. Ребята, девочки, почему вы против куклы Маши? Что вам не нравится в этой кукле? Давайте несколько ответов. Кто готов? Алена. Потому что у этой куклы только одна вещь – гардероба. Действительно, еще. Потому что эта кукла, она уже устарела, и если дети почти не играют. Вот так вот такие ответы. Ребята, а почему тогда вы против куклы Рокси? Почему бы вы ее не выбрали в магазине? Пожалуйста. Я против этой куклы, потому что она неестественная, и у нее, зеленый цвет кожи. Вот так вот. Еще есть варианты? Я против куклы Рокси, потому что она и правда на нее не похожа. Еще есть кто? Я против куклы Рокси, потому что у нее необычный цвет волос, и у нее не такой цвет волос, как у Маши. Понятно, хорошо. Я вам предлагаю, чтобы нам с вами определиться, потому что мнения наши разделились, сейчас побыть экспертами. Вы согласны, ребята? Да. И оценить, и проанализировать 2 этих куклы. И может быть тогда мне будет проще выбрать своей сестренке подарок. Я прошу занять свои места. Проанализируйте, пожалуйста, сейчас куклу. Мы разделимся по группам. Группа под номером 1 будет анализировать куклу Машу, а группа под номером 2 будет анализировать куклу Рокси. И тогда, может быть, мы придем с вами к какому-либо выводу. Для этого вам помогут карточки на ваших партах. Внимательно слушайте и выбирайте ту, которая подходит только вашей кукле. Итак, возьмите зеленые карточки. Зеленые карточки.
Разложите перед собой разложите, да, чтобы вся команда видела, да, зеленые карточки разложите перед собой. И выберите, пожалуйста, одну зеленую карточку, которая лучше всего характеризует одежду вашей куклы. Лишние карточки убираем в сторону, а необходимую карточку кладем перед вами. Итак, перед вами первая зеленая карточка. Взяли, пожалуйста, розовые карточки. И посмотрите, пожалуйста, выберите одну карточку, которая лучше всего характеризует украшение и макияж вашей куклы. Положили, пожалуйста, второй карточкой, а лишние убрали в сторону. Теперь взяли желтые карточки. Работайте в группах, пожалуйста, дружно. Вы все помните правила. Положите перед командой, чтобы видела вся команда, а не только вы, да? И выберите главную карточку, которая лучше всего характеризует цвет тела вашей куклы. Лишнюю убрали. И таким образом у вас уже есть 3 карточки. И взяли синие карточки и выбрали одну карточку, ту самую, да, которая характеризует эмоции, которые вызывает у вас ваша кукла, которую вы анализируете. Лишнюю убрали. Так. Сейчас, пожалуйста, посмотрите, что у вас получилось. Посмотрите все на меня. А теперь выберите, кто из вашей группы зачитает всю характеристику вашей куклы. Пожалуйста, давайте Артем. Кукла Маша. Скромная одежда, нет макияжа, естественный цвет тела, и эта кукла вызывает радостные эмоции, и от нее исходит добро. Вот такие, да, посмотрите, вот такая характеристика сложилась о кукле Маши. А что вы скажете про куклу Рокси? Вторая команда ответит что? Пожалуйста, Вова, громко. Нескромная одежда, много украшений, неестественный цвет тела. Эта кукла вызывает удивление и иногда страх. Спасибо второй команде. Вот так мы смогли с вами сделать характеристику наших кукол. Давайте тогда сделаем с вами, ребята, вывод. Какая кукла из двух, да, похожа больше на человека? Пожалуйста, Илья. Мне кажется, что кукла Маша больше похожа на человека, потому что у нее естественный цвет кожи, у нее мало макияжа. Вот такой вывод мы смогли сделать, проведя с вами анализ. И это правильный вывод. А сейчас, ребята, давайте с вами вот очень подумаем. Моя сестренка очень любит играть в одну очень известную игру с куклами. Называется она «Дочки матери». Скажите, пожалуйста, ребята, как вы думаете, с какой куклой моей сестренке больше всего захочется поиграть в эту игру? И почему? Ингер, да? Нашей сестренке лучше всего кукла Маша подойдет, потому что она как почти живой ребенок. И с ним можно играть. Правильно, то есть ее мы можем представить как свою сестренку, как свою дочку. Ребята, а вы можете представить, что в вашей семье будет жить такая девочка, как Рокси, и она будет, да, полноценным членом вашей семьи? Можете представить? Да, я думаю, что тяжело очень представить такую картину. А еще, когда я смотрела куклы, да, я поинтересовалась, как же называются эти куклы, группы этих кукол. Посмотрите, да, в магазине очень много кукол, группа которых называется Monster High. Монстр, ребята, а монстр это что такое? Кто такой монстр? Пожалуйста, Артем. Монстр, это как страшный человек. Ну это, да, может быть не обязательно человек, да, это какое-то чудовище, то есть воплощение чего? Зла. Воплощение зла. Хорошо, но есть еще такая же группа кукол, которая называется братс. И вот в переводе с английского слово братс означает задиры. А кто такие задиры, ребята? Задиры. Задирается ко мне постоянно. Даня Лошин. Это те, которые грубые. Еще какие? Что они делают? Они делают плохие дела. Делают кому-нибудь плохо, смирно. Все правильно ты говоришь, Даня. И скажите, пожалуйста, красивое ли это название для кукол, которое воплощает образ человека?
Можно ли к людям такие, да, применять прилагательные, да, или слова, как монстр, да, задира, воплощение зла? Серега Дмитриевна. Их человеком назвать нельзя, потому что монстры, они не относятся к людям. То есть и куклам, да, это не самое красивое название. Вы все правильно сказали. Итак, ребята, мы можем сделать вывод, какую куклу купить моей сестренке? Какую куклу? Пожалуйста. Куклу Машу, потому что она больше похожа на человека. А не испугается моя сестренка? Спасибо вам, ребята, за помощь, что вы мне помогли выбрать куклу. Я обязательно пойду в магазин и куплю куклу Машу. Для достижения цели внеклассного мероприятия я использовала несколько методов. Это был метод аналитического сравнения и метод дилеммы. Каждый классный руководитель, выбрав тему классного часа, выбирает свои методы, способы и формы работы с классом. Но что важно, это выбирать актуальные темы нынешнему поколению и не забывать затрагивать темы эстетического воспитания. Спасибо за внимание.